Издание включило в себя полный перевод псалтыря святого пророка и царя Давида, а также перевод 151-го псалма и 9 библейских песен. Перевел псалмы на гагаузский язык православный монах из Америки Космос Шарц. Он рассказал, что работа над книгой длилась более 11 лет. По его словам, издание позволит гагаузам читать священный текст на своем родном языке. Я переводил псалтырь на гагаузский язык. Много людей оказывало поддержку. Книга очень важна для сохранения гагаузского языка, поскольку она будет читаться в церкви, читаться вслух. Она будет использоваться не только дома, но и в храме, где люди будут слышать гагаузскую речь. Библиотекарь Надежда Топал отметила, что издание станет важным вкладом в дело сохранения гагаузского языка и духовных ценностей гагаузов. Книга вышла в латинской и кириллической графике. Уверена, что она найдет своих читателей в Гагаузии. Это далеко не первая книга Космоса Шарца. Ранее в нашей библиотеке проходила презентация его новеллы, а также гагаузско-русского словаря. Псалтырь вышел в печать в количестве 500 экземпляров. Книга издана при поддержке уроженки Гагаузии Анны Челак, которая организовала сбор средств для ее печати. Мы оказали финансовую поддержку для того, чтобы эта книга вышла в печать. Мы выставили объявление на американской платформе, чтобы напечатать как минимум 500 копий. Этот проект очень важен для нашего языка, нашей культуры и веры. Космоса хочу поздравить с этим успешным проектом. Хочу, чтобы и дальше все больше людей работали над сохранением нашей культуры, языка и духовных ценностей. Проект bizim dilimiz için hem kültür hem dinimiz için çok önemli olduğu için ben biraz daha çalıştım. Экземпляры псалтыря будут переданы в музей Кишинева, в церкви и библиотеке Гагаузии, а также в библиотеке гагаузских сел Одесской области. Дора Кизли, Вячеслав Кыса, Ирина Резунец. Новости ГРТ.